Если раньше требовался отдельный логин и пароль, теперь вот с помощью одной учетной записи он меня будет во все порталы пропускать. Да? Это вот аналог войти с помощью социальных сетей Facebook, Google и так далее. Только это на государственном уровне. Только представьте, теперь нет необходимости отдельно заходить в каждый из порталов, чтобы получить госуслуги. Достаточно лишь один раз зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Это своего рода единая точка входа для граждан и коммерческих организаций во все государственные порталы электронных услуг. Согласитесь, удобно. На данный момент к этой системе подключен портал государственных услуг и подключена система Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики, личный кабинет избирателя. Благодаря тому, что эта система обеспечивает идентификацию гражданина, юридически значимую идентификацию, система ЦИК смогла предоставить возможность нашим гражданам подавать заявления по форме 1 и по форме 2, то есть по изменению избирательного участия. Что на самом деле дает новая разработка отечественных IT-специалистов? Прежде всего, огромную экономию времени. С помощью этой системы на государственном портале электронных услуг доступны сразу несколько опций. Можно получить справку о несудимости, проверить пенсионный статус и готовность ID-карты, получить информацию о движимом и недвижимом имуществе или записаться к врачу. И все это онлайн, не выходя из дома и не взаимодействуя с сотрудниками госорганов, что, конечно, тоже исключает человеческий фактор. Постепенно к системе будут интегрироваться и другие госорганы, а это значит, что и количество госуслуг будет значительно возрастать. Другая разработка, функционирующая уже повсеместно, система межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк». К ней интегрированы более 100 госорганов и еще коммерческие организации. Ежемесячно они совершают более 1 миллиона транзакций. Другими словами, столько раз кыргызстанцы не сталкивались с бюрократическими проволочками, а получили услуги в цифровом формате. Интегрирован «Түндүк» и к информационному шлюзу ЕАЭС. Это облегчает обмен данными с таможенной службой России, например. Через систему «Түндүк» обмениваться данными с другими министерствами и ведомствами теперь сможет и платформа «Санарип Аймак». 250-үнө азыр кирди. Биз быйыл ошол Реализация этого проекта позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления, потому как она будет полностью автоматизирована. Сельчане смогут получать любые запрашиваемые справки по линии МВД, ГНС и других госорганов буквально в один клик. А подключение Санарип Аймак к системе «Түндүк» облегчит работу секретарей и повысит удобство для граждан. Сегодня система функционирует в 250 айыльных округах. Еще одной локацией, где отныне работа МСО автоматизирована, стал Мадыйский айлык-мөтү в Ошской области. Здесь внедрили цифровую платформу Санарип Аймак и систему Е-Кызмат. Функционирует на месте и электронная система документооборота. Процесс предоставления в аренду сельхозземель тоже автоматизирован. Да, для удобства сельчан гос и муниципальные услуги предоставляют в формате единого окна. Мы полностью перешли на электронный формат. Также сельчане могут оперативно получить справки по линии Госархстроя и ГРС. Ознакомившись с тем, как внедряют современные технологии на местах, президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в деле цифровой трансформации большая роль отведена руководителям органов МСУ. Глава государства еще раз подчеркнул, основная задача таких условий – создание комфортных условий для местных жителей при взаимодействии с госорганами, повышение эффективности и оперативности принятия решений на местах. Sağlık, talmaca, bardın kulağı, joyuz bırakılas. Жасай өзanın bardın. Bizde siyasi erk var, karajat var, bardığı var. Onun için buna olacak açık buluş gerek. Gelecek, şu yerden barın şerini alış gerek. А внедренная здесь система электронного документооборота InfoDocs позволила автоматизировать документооборот в госорганах, органах местного самоуправления. Использование такой системы уже снизило сроки направления и доставки писем, а также улучшило исполнительскую дисциплину. ГРС разработала также мобильное приложение портала услуг ведомства. Это было необходимо, чтобы создать комфортные условия кыргызстанцам. Они могут воспользоваться любыми услугами ГРС, не выходя из дома. А это проверка и готовность паспорта, сведения карчек, проверка штрафов по безопасному городу. Статус выплаты балага сүйүнчү тоже можно проверить. Также ГРС сейчас продолжает кампанию по бесплатной выдаче облачной цифровой подписи.
В качестве одного из приоритетных направлений цифровой трансформации стала система здравоохранения. Так, простаивать в очередях в центрах семейной медицины надобности больше нет. Пациенты уже пользуются системой электронной записи к врачу. И вместо бумажной кипы теперь электронная амбулаторная карта, где также хранятся все данные о пациенте. Вот здесь есть у нас медицинские документы, с которыми мы работаем. Когда мы открываем на инициалы пациента, здесь открывается полностью информация об этом пациенте. Сколько ему лет, застрахован, не застрахован. С внедрением этой системы изменилось многое. Что для пациентов, то и для врачей тоже. Нам очень легко стало делать и годовые отчеты, и отчеты вообще, анализировать свою работу. Электронная запись к врачу позволила не только экономить свое время пациентам за счет сокращения живых очередей, но и обеспечить равное распределение нагрузки на врачей. Пациентам лишь необходимо позвонить в регистратуру или сайт registratura.med.kg в помощь. Такая система внедрена в 19 столичных ЦСМ. Завершено обучение медперсонала по онлайн-заполнению карт пациентов. Страна сегодня находится в активной фазе освоения цифровизации. Для будущего страны важен стал 2019. Это своего рода фундаментальный год. Именно на его основе теперь развивается цифровой Кыргызстан. Процесс этот долгий, завершить его за год-два не представляется возможным. Но работа в этом направлении началась и динамично продолжается. Это вызов, с которым страна просто обязана справиться. Например, та же компания Facebook, да, цифровой гигант, стоит в 400 раз дороже, чем «Газпром». Хотя «Газпром» является первым лидером по добыче нефти. Да? Что об этом говорит? Тот, кто управляет информацией, тот управляет и миром. Да? Сейчас идет очень сильная борьба. И эта борьба, в первую очередь, не зависит от каких-то природных ресурсов. Да? То есть это борьба, кто смог, успел влиться в это течение, в эту революцию, то те государства в ближайшие 30-40 лет будут прорывными. Поэтому у Кыргызстана есть большая возможность сейчас воспользоваться этим моментом и стать цифровым лидером. Система образования, здравоохранения, соцзащита и сельское хозяйство были выбраны в качестве важнейших в происходящей цифровой трансформации страны на ближайшие годы. При этом в 2020-м современные технологии устремились именно в регионы страны. Это не только, скажем так, облегчает нашим гражданам получать эти услуги, но и существенно снижает какие-то коррупционные риски и дает возможность не, скажем так, без выезда в какие-то районные центры, в города, прямо на месте в военном аймаке получать какие-то соответствующие услуги, справки и реализовывать такую идею единого окна, где в одном месте наши граждане могли бы получить разные услуги. Процесс цифровизации долгий и сложный. Его конечной же целью станет максимально комфортное и прозрачное взаимодействие между государством и кыргызстанцами. Цифровизация, также будучи инструментом в борьбе с коррупцией, будет способствовать развитию экономики страны. Такова концепция цифровой трансформации. Достан Касканов, Аяна Дюшекеева и Сентур Абыкеев. Ала-То 24. Итоги недели.